Значит, добрый день, дорогие друзья. Сейчас, одну минуточку. В прошлый раз у нас была лекция, значит, копии 64 архивных церковных документов 1887-1923 годов из Центрального государственного архива Абхазской ССР, обнаруженных в Греции. И я вас ознакомил с документами, которые имели отношение, значит, к Сухумо-Пицунской епархии. У нас и с эфиром все нормально? Да. Имели отношение к Сухумо-Пицунской епархии. Сегодня я вас ознакомлю с документами, которые имеют отношение к Новоафонскому монастырю. Значит, те, кто сейчас смотрит нас в прямом эфире, если будет желание или вопросы, вы можете писать прямо под прямой трансляцией. Я здесь все это вижу. И по возможности в конце, если останется время, я отвечу на ваши вопросы. Ну, на вопросы не только тех, кто здесь присутствует, а тех, кто нас смотрит. Итак, значит, архивные документы Новоафонского монастыря. Те, которые нам удалось обнаружить, чудом сохранились. Документы, посвященные подворью Новоафонского монастыря в Санкт-Петербурге, первая часть. Значит, кто из вас не знает, Новоафонский монастырь имел ряд подворий. Подворье – это, чтобы вы понимали на светском языке, представительство, да, или посольство, как мы говорим. Вот. Самое большое, значит, представительство Новоафонского монастыря было в Санкт-Петербурге. Это здание до сегодняшнего дня сохранилось. Понятно, что там уже какие-то светские учебные заведения были в советское время. Вот. Ну и смысла его возвращения никакого нету. Так вот, остались целый ряд документов. Я приведу наиболее интересные. Значит, 19 мая 1921 года ответное письмо архимандрита Илариона, настоятеля Новоафонского монастыря, это последний настоятель нашей обители, иеромонаху Пафнутию. В обители, он пишет, Новоафонской, мы также переживаем очень великие бедствия и невзгоды, начиная с июля месяца 1914 года, то есть с началом Первой мировой войны. Деятельность монастыря сразу пошла на спад. Вот. Описать невозможно все, какие опасения приходится претерпевать вам и нам. С конца февраля этого года, то есть 1921, Черноморское побережье находится под управлением Российской Советской Республики Абхазия. Вот такую формулировку он использует, честно сказать, я вот сейчас обратил внимание, я не припомню, где это мы встречали. Мы встречали Советская Республика Абхазия, да, это вы хорошо знаете. А вот Российская Советская Республика Абхазия вот здесь встречается. Имеет автономию. Мы от них и по милости Божией пока ничего худого не видели. Значит, уже в Абхазии советская власть, но она не беспокоит монастырь, в котором мы с вами находимся. Дальше. Следующий документ, 21 июня 1922 года. Документ за подписью архимандрита Илариона, настоятеля Новоафонского монастыря, адресованный Братскому совету Новоафонского подворья в Петрограде. В документе сообщается о том, что с 1921 года Новоафонский монастырь был объявлен совхозом Новый Афон. Значит, с 1921 года, не забывайте, правительство, зная продуктивную деятельность братьев Новоафонского монастыря, дало им же 11 апреля 1922 года совхоз Новый Афон вредное содержание сроком на 10 лет на более или менее льготных условиях. Наркомзем Абхазии выработан и особый устав, в котором монахи монастыря были наименованы Новоафонская трудовая община.
Для управления общиной, согласно уставу, было учреждено правление, состоявшее из 3 лиц. Отец Михаил, председатель, отец Алипий и Иесей, члены правления. Само собой разумеется, пишет отец-настоятель, этим правлением наш монастырский духовный собор не упраздняется. Следовательно, мы опять самостоятельны. Почему мы все и должны сознательно относиться к имуществу обители и к своим иноческим обетам, содеивая в страхе Божьем свое спасение? То есть, другими словами, вообще Нестор Лобов был уникальный человек, честно вам признаться. Вот когда все это происходит, да, во всех остальных частях бывшей Российской империи, где уже советская власть, просто погромы. Да, там все отбирают, все разрушают, всех выгоняют, все расстреливают. А он, значит, подписывает с монастырем соглашение, то есть он понимает, что если будут они называться монастырем, им не дадут, и ему не дадут это сделать, значит, из Москвы. И, соответственно, он придумывает такую очень интересную форму, значит, совхоз «Новая форма», да, которым, собственно говоря, братья являются, значит, трудниками этого совхоза. Но он понимает масштабность монастыря, чтобы вы понимали, здесь литейный цех, значит, паровозы, корабли и все остальное, производство, лесопильня, это же все должно функционировать. Вот. Дальше. 30 июня 1921 года снова письмо отца Илариона, направленное в Петроград, и он пишет следующее. «По милости Божией у нас в Абхазии лето стоит благоприятное. Припадают дожди, сено убираем, хотя скота осталось совсем мало, а лошадей совсем нет. Забрали грузины при отступлении отсюда в начале марта сего года под натиском советских войск». Сейчас вот кто-нибудь нас слышит в эфире, допустим, ну, вы сами понимаете, что не только абхазская, как бы, абхазоговорящая, русскоговорящая публика, да, слушает наши лекции, ну и другие. Вот понимаете, то есть Нестор Лобов их не трогал, лошадей не забрал, скот он у них не отобрал, да, вот он говорит, ну, давайте придумаем какую-то форму, чтобы вы работали и нас не беспокоили. А это делают, Нестор Лобов представляет советскую власть, которая, в принципе, как сказать, ассоциирует себя как бы с борьбой с церковью и так далее, и так далее. А отступавшие грузины – это меньшевики, то есть те, которые рубашку на себе рвали, что они, значит, православные и так далее. Забрали, все практически очистили и уехали. Дальше. Еще одно письмо 3 октября 1922 года. И здесь он, значит, целый ряд проблем излагает, то, что происходило тогда в Санкт-Петербурге по поводу возникновения живой церкви. Было такое целое движение, друзья мои, как раз одновременно, параллельно с революцией, когда была попытка внести обновление в жизнь русскую церковь. Да, и это те, кто занимались, они себя именовали «Живая церковь». Мы, например, писал отец Иларион, с автокефалистами, простите, грузинскими епископами вне богослужения находились всегда в самых лучших отношениях. И были случаи, брали у них благословение. Но служить с ними никогда не служили и просили их, чтобы они в этом отношении нас не стесняли. И даже в бытность их у нас в обители за богослужением не поминали. А поминали всех вообще патриархов, митрополитов, архиепископов, епископов, не называя их по именам. Вот я пару недель тому назад эту практику практиковал, если вы обратили внимание, да? Значит, то есть, видите как, уже грузинские автокефалисты, они уже чувствуют себя хорошо в Абхазии, они, разумеется, абхазскому духовенству не дают возможности, идея абхазской автокефалии оказалась загнанной в тупик, вот. Ну и понятно, что они всегда хотели этот монастырь, вот. Но, значит, братья монастыря, вы видите, что они их приглашали, пожалуйста, чаек попить, посидеть, поговорить, но не более того. И вот это отражено в этом письме. Дальше, 9 января 1923 года.
Отца Илариона снова письмо. Он одному из монахов пишет в Петроград. В письме сообщается о том, что Духовный собор Нового Афонского монастыря ввиду угроз насильственной высылки братьев из Петроградского подворья со стороны белого духовенства принял решение оставить Петроградское подворье, отозвать всю оставшуюся братью в Новый Афон. То есть, другими словами, мы имеем документ, который нам точно поясняет, когда, значит, Новый Афон отказался от своего подворья в Санкт-Петербурге. Ну и так, в то время его назвали Петроград, 9 января 1923 года. То есть за год до закрытия Новоафонского монастыря. И еще одна интересная вещь. 11 апреля того же года письмо отца Илариона на имя Никиты Матвеева, послушника Петроградского подворья, с просьбой приложить усилия для освобождения из тюрьмы бывших братьев монастырского подворья в Петрограде. То есть их всех посадили. Вот, он уже понимал, отец Иларион, что надо их сюда звать, то есть там они им жизни не дадут, вот, но они не смогли сюда вернуться. Их всех там арестовали. Нам сложно сказать последующая судьба. Теперь документы, посвященные, ряд документов монастырской недвижимости. Ну, это менее интересная часть, то есть никому не интересно, там, сколько квадратов земли и так далее. Интересно нам только послушать, где Новый Афон имел подворье. Один из документов называет монаха Апеля, управлявшего монастырской недвижимостью в Туапсе. Первое. Второе. Сейчас вот вспомнили звонок. Дальше. Постройка, монастырская плановая постройка в городе Екатеринодаре, Краснодаре. Дальше. Разрешение на продажу монастырско-земельного участка близ Туапсе. То есть они понимали, что это все будут отбирать, поэтому вот в это время Новоафонский монастырь отказывается практически от всех своих подворий и построек, которые были по всей тогдашней Российской империи. Дальше. Разрешение на продажу монастырского планового места с постройками в Сухуми. У Новоафонского монастыря было подворье в Сухуми в том числе. Сейчас мне сложно вспомнить, но Анзор Агума в его книжке «Старый Сухум» есть конкретные указания, улицы и так далее, где эти постройки, я не знаю, сохранились ли они до нашего времени. Дальше. Монастырское подворье постройки в Новороссийске. Дальше. Договор о сдаче в аренду монастырской недвижимости в Туапсе. Дальше. Продажа планового места с постройками в Сухуми. Дальше в Краснодаре. И, наконец, аренда земли в Кубани. Вот 10 документов у нас посвящены этой теме. Теперь другие различные документы, тоже по различным темам и хозяйственным, в том числе из этой же коллекции. Значит, 29 августа 1918 года прошение на имя председателя Сухумского русского национального совета Лукьянова с просьбой содействовать монастырю в получении разрешения от северокавказских продовольственных учреждений на ввоз оттуда в Новый Афон продовольственных товаров. То есть идет Первая мировая война, идет гражданская война, все пути перекрыты, да, и он здесь сообщается, в это время монастырь, согласно этому документу, ежедневно кормил 750-800 человек. В 1918 году. Подписан отцом Иларионом. Дальше. Прошение на имя начальника полевого штаба Народной гвардии Хорошева с просьбой на разрешение покупки в Новороссийске, ввозе оттуда в Новый Афон хлебных продуктов и товаров первой необходимости с получением монастырем гарантии о том, что, цитирую прямо, грузинским правительством не будет реквизироваться все эти продукты и товары. То есть это во время правления грузинских меньшевиков, когда генерал Мазниашвили взял Абхазию, и они контролировали границу. То есть он говорит, сделайте так, чтобы товары первой необходимости, да, значит, дошли до Нового Афона. Дальше. Значит, вот
тут начинается ряд очень интересных документов. 24 марта 1923 года доверенность, выданная монаху отцу Галатию за подписью архимандрита Илариона, председателя трудовой общины, в котором отец Гелатий уполномачивается получить в Краснодаре от католической миссии святейшего папы Пия XI предметы первой необходимости для нового Афона. Значит, сейчас вы увидите переписку нового Афона с представителями папы Пия XI. Вот мы православные, простите, что я так говорю, но мы православные, ну, наверное, так и другие тоже поступают. У нас есть одна очень плохая черта. Когда нам плохо, мы вспоминаем католическую церковь. И протестантскую, и лютеранскую, и любую. Да? Когда нам хорошо, мы начинаем говорить о том, что истинные только мы, все остальные еретики, все остальные что-то хотят и так далее. Я почему это говорю? Я сам застал такие времена, когда мы учились в Московской духовной семинарии, академии. Это самые трудные времена, 90-е. Вы все их хорошо знаете, помните. Значит, 90-е тяжелейшие времена. И вот я помню, что в течение, особенно вот начиная с начала 90-х, середины 90-х, все, что мы кушали, большей частью привозилось с Запада. Немцы собирали, вот католические общины Германии, Франции, многих других стран собирали продукты, одежды и все остальное с тем, чтобы с голоду просто и студенты, и все остальные не помнили, потому что не было никаких возможностей в 90-е. И я помню, в каждом приходе в Москве выдавали вот эти продукты, одежду. Я сам тоже носил ту одежду, я помню, нас повезли, вот братство, живой свидетель Миша Анкваб, братство апостола Симона Канонита, тогда у нас функционировало в Москве, и нас повезли в какой-то заброшенный советский склад, ну, в смысле, уже не советский, не действовавший, но использовался. И там вот весь склад был в каких-то вещах, которые просто раздавали людям, студентам и так далее. Я тоже 8 лет носил вот эту одежду. Понимаете? И будет некрасиво, когда мы вот так вот начинаем, да, с вами, ну, простите, что я так говорю, но вы хорошо помните времена, когда различные международные организации после войны завозили продукты, кормили и так далее, и так далее, и так далее. А потом мы начинаем все это перечеркивать. Этого нельзя делать. То же самое было здесь. Если бы сейчас я написал бы какое-либо письмо, как настоятель, последний настоятель Афонского монастыря вообще, какому-либо представителю, значит, Папы Римского, поверьте мне, значит, как его сожгли бы на костре на площади. Да? И теперь документы, смотрите. В одном из писем, значит, отца Галатия приглашает приехать в Новоафонский монастырь отец Иларион, тот, который представляет монастырь в Краснодаре. Здешняя местность, писал отец Иларион, находится под советским управлением. И пока, по милости Божией, все здесь обстоит мирно и благополучно. Вот, пожалуйста, вам еще один пример того, что советская власть абхазская не трогала Новоафонский монастырь. Дальше. 21. Это 21 год, да. Дальше. Удостоверение, выданное предревкомом Абхазии, заведующему инструктору совхоза «Новый Афон», профессору Фельборгу от 18 июня 1921 года. В ней, в частности, говорится, я цитирую, «Никто, даже государственные учреждения, воинские части не имеют права без письменного разрешения заведующего инструктора профессора Фельборга брать и увозить из совхоза «Новый Афон» какое-либо имущество или продукты. В мастерских совхоза «Новый Афон» никакая работа не может быть производима никем, даже государственными учреждениями и воинскими частями, без письменного на каждый раз разрешения профессора Фельборга. Военные и гражданские учреждения оказывают заведующему инструктору совхоза «Новый Афон» профессору Фельборгу полное содействие. Друзья мои,
я не случайно этот документ вам привожу. Вот если вы, простите, что, так сказать, какие-то живые раны задеваю, но если бы после войны руководство Абхазии, а это делал Нестор Лаков, да, он что сделал? Он этому профессору Фельдбергу сказал: ты управляешь всем хозяйством Нового Афона, и чтобы хоть один гвоздь здесь не пропал. Никакие военные части, никакие гражданские лица, никто близко подойти к имуществу не может без согласования с этим человеком, который представлял предревком Абхазии. Вот если бы такая процедура была сделана бы, да, ведь это же после Первой мировой войны и гражданской войны, да, то есть только-только закончилось все, вы себе представляете, все имущество Российской империи, да, оказалось теперь в ведении абхазского правительства. И Нестор Лакоба сделал все так, чтобы, по крайней мере, здесь мы хорошо видим, в Новом Афоне все это хозяйство сохранилось. И простите, что мне так приходится констатировать, большая часть этого хозяйства, которое Нестор сохранил в 1921 году, мы разграбили после 1993 года. Простите, что я так говорю, да? Мы разграбили, разобрали, сломали и так далее после 1993 года. Такие вещи нельзя делать. Поэтому людей в этом винить нельзя. Здесь винить всегда нужно руководство, которое должно быть очень жестко в этом отношении. Вы видели документ, который я вам приводил, когда после ограбления Моховского монастыря Нестор Лакоба дал 3 дня, чтобы все вернули. Да? Дальше. Теперь ответное письмо настоятеля Афонского монастыря архимандриту Илариону на имя отца Авраама. В письме также сообщается, тут очень интересная вещь, что 4 апреля 1921 года единственная моторная лодка монастыря, цитирую, от неосторожного обращения с горючим веществом сгорела в море. Я видел этот макет моторной лодки, но это не маленькая лодка, чтобы вы понимали, это большой такой, как баркас такой. Значит, когда в 2000-х годах я не знал этого документа, до того, как я нашел этот документ, значит, кто-то нам подарил для Новоафонского монастыря, это конец 90-х, начало 2000-х, катер, значит, на таком специальном приспособлении, чтобы ты на машине мог отвозить на море. И, значит, у нас несколько человек объявились из состава братьев, которые сказали, что они всю жизнь ловили рыбу и все такое. Надо вот как бы, зачем покупать рыбу, в море сколько хотите, надо ловить рыбу. Ну, отец Андрей говорит, хорошо. Значит, этим мероприятием я хорошо помню, занимался отец Иов. Поехали первый раз, утопили сеть. Поехали второй раз, что-то еще утопили. Отец Андрей тогда сказал, ну, пока вы, говорит, не утопили катер, лучше этот рыбный промысел остановить. И вот я потом, когда все это вспоминал, когда я прочитал этот документ, что по неосторожности, та братья, ну уже, значит, та братья, которая была в начале 20 века, она тоже утопила, значит, по неосторожности монастырский баркас. Дальше. Акт обследования и летучей ревизии советского имения, ранее бывшего Новоафонского монастыря, произведенный старшим инспектором наркома РКИ, ну, я не знаю эту аббревиатуру, что-то какая-то коммунистическое, значит, какое-то отделение, наверное, управления Абхазии, Ворониным 14 августа 1921 года. То есть это 4 месяца после установления советской власти в Абхазии. Ревизия была проведена в присутствии заведующего совхозом Нового Афона, профессора Фальборга, я не знаю, кто это профессор, простите, но он все время фигурирует, да. Помощника инспектора наркома Фоменко и члена коллегии наркомзема Абхазии Селиванова. В противоположность того, пишется, уже цитирую документ, это, что при обследовании вообще советских имений везде и всюду приходилось наталкиваться на полный беспорядок и бесхозяйственность
и систематическую гибель советских имений. В Абхазии, в Новом Афонском советском имении наблюдается за последнее время систематические поднятия производственности, и в дальнейшем принимаются всякого рода мероприятия, не только граничащие к поддержанию соответствующего порядка на одном уровне, но и к дальнейшему развитию, процветанию новоафонского имения. Вольнаемных рабочих при имении находится всего лишь до 40 человек, служащих до 10 человек. Все же работы производятся большей частью исключительно монахами бывшего Новоафонского монастыря, которых в настоящий момент при монастыре до 350 человек. И во главе всех предприятий Новоафонского имения стоит и работают также монахи. То есть вот этот документ констатирует нам, что они сделали ревизию Новоафонского монастыря и увидели, что если в остальных местах по большей части все разграбили, растащили, да, здесь ничего не было тронуто. Благодаря тому, что, то есть монахи, которые это все строили, а куда они забрали? У них не было частной собственности, у них не было своих домов, семьи и так далее. Куда он паровоз забрал, были рельсы, или, значит, станки, или еще что-то, да? Или утварь и так далее. Они же здесь жили. Поэтому даже в годы советской власти, то есть организация работы была совершенно идеальная. И только всего лишь 50 человек, кого они нанимали на те или иные службы здесь, в Новоафонском монастыре. Дальше. 24 марта 1923 года. 23 год очень тяжелый, потому что там все документы показывают, что, видимо, все очень сложно было. Письмо архимандрита Илариона, настоятеля Новоафонского монастыря, на имя отца Галатия. В письме отец Иларион просит передать благодарность директору католической миссии Папы Пия XI Доминику Пьемонте за благотворительную помощь монастырю. И пишет. И добавьте, он пишет, что наш монастырь, когда имел возможность, то есть в былое время, сам широко все делал и занимался благотворительностью, о чем в обители имеются документальные данные. К сожалению, мы это уже потеряли. В качестве благодарности отец Иларион выслал господину Доминику альбом под названием «Абхазия и в ней Новоафонский монастырь» и путеводитель по Новоафонскому монастырю. В письме также сообщается о том, что вопрос аренды совхоза Набат или прежнего монастыря на Кубани был обсуждено с братьями Новоафонского монастыря, которая пришла к заключению, что время для этого неподходящее. В письме также сообщается о том, что подворье Новоафонского монастыря в Новороссийске отобрано окончательно, и отец Хрисогон отозван в Новый Афон. В письме упомянуты и некий отец Николай из Дранского монастыря, который являлся благочинным монастырем в Абхазии. Дальше. Март 1923 года. Благодарственное снова письмо отца Илариона, настоятеля Новоафонского монастыря, на имя того же представителя Папы XI Доминика Пьемонте. В письме также сообщается о том, что количество братьев 1923 год Новоафонского монастыря до войны, то есть Первой мировой войны, до 1914 года составляло 602 человека. Я почему это вам говорю? Потому что когда вот наши экскурсоводы рассказывают, жили 1500 человек, 2000 монахов и так далее. Эти все цифры, друзья мои, взяты с потолка. То есть они не обоснованы на основе документальных подтверждений. Другими словами, мы видим с вами, что до Первой мировой войны, то есть до 1914 года, это пик расцвета Новоафонского монастыря, когда он максимально был представлен и людьми. И вот мы имеем цифру 602 человека. Ну, грубо говоря, 600 человек. Больше этой цифры число братьев здесь в монастыре никогда не поднималось. Дальше. О наличии до войны монастыря рыболовного промысла на Каспийском море, откуда монастырь получал ежегодно для братского стола разной соленой рыбы до 5000 пудов.
Дальше. Этот рыболовный промысел в январе 1918 года был разграблен толпой татар, значит, которые жили там. После объявления войны в мобилизацию из монастыря было взято до 50 человек, то есть Первой мировой войны. В 1918 году на почве голодовки умерло братья от испанки 33 человека. Вы не знаю, застали, не застали, но еще я застал вот на слуху, значит, я помню, ничего записал испанку, да. Значит, видимо, это настолько разорит. Я не понимал, маленький я был, я не понимал, о чем идет речь. Это подтверждает, насколько действительно эта эпидемия была серьезной. В 1921 году монастырь был объявлен совхозом. Мы, иноки, пишет отец Иларион, очутились в самом тяжелом положении. Ведение дела по имению монастыря перешло в ведение управления совхоза и рабочих кома, а мы оказались в положении рабочих без прав, решающего голос на собраниях. Но за неимением наркомфиния денежных знаков для расчета рабочих, работающих в совхозе Новый Афон, здешнее правительство переименовало наш монастырь в Новоафонскую трудовую общину. Сдало нам этот совхоз в аренду на 10 лет на известных арендных условиях. Причем мы обязаны содержать, согласно коллективного договора рабочих, весьма по высокой расценке, что для нас очень обременительно и почти не под силу. Вот почему арендуемые нами наши же монастырские имения приходится обрабатывать исключительно монашествующими братьями и их силами, коих к настоящему времени насчитывается 449 человек. То есть от 600 от пика расцвета до 1914 года за год до закрытия в этом монастыре осталось 449 человек. Благодаря усиленным физическим трудам при посещении преимущественно ночных богослужений, при недостаточно питательном отношении в столе, ибо за неимением рыбы, масла и других жировых веществ и картофеля мы питаемся исключительно борщом, сваренным из огородных растений, кукурузным хлебом и также кашей, вследствие чего многие из братьев болеют малярией и другими недомоганиями. Значит, чтобы вы понимали, вы же, это сейчас только вы сидите там кофе пьете, где эти пруды, чуть внизу, да, монастырские пруды, а ведь это делалось, потому что здесь жуткая малярия была. Абхазские реки, они же небольшие, да, они не имеют силу пробиться вглубь моря. Поэтому, когда они впадают в море, в прибрежной части, они, значит, растекаются по берегу, да, и создают вот самую наихудшую, да, атмосферу для здоровья человека. Это потом уже посадили эвкалипты по всему побережью, и произошло осушение. С этой точки зрения сюда ссылали еще со времен Римской империи. Да? Потом, вы помните, в 19 веке ссылали значит, декабристов. Да? Потому что потом, когда первые переселенцы прибыли из Греции, из Греции, говорю, из территории Османской империи, то есть первые армянские и греческие поселения во второй половине 19 века, они же стали жить на берегу, потом ушли в горы, в Каманы, в Ануху. Почему? Потому что они не смогли адаптироваться вот к этим условиям, вот к этой болезни, да? И поэтому они поднимались все выше и выше в горы. Вот, собственно говоря, почему мы с вами тоже, да, местные коренные жители, не жили никогда на побережье. Да, это в основном были форпосты византийцев, римлян, генуэзцев и так далее. Города, торговые города были на побережье, а в основном население, оно находилось в верхней части. Ну что природные условия тоже в этом смысле, помимо нападения пиратов, опасности с моря и так далее, это тоже фактор играл ключевую роль. Дальше. Значит, медикаментов за неимением средств мы не имеем возможности приобрести, поэтому больные остаются без медицинской помощи. В заключении письма архимандрит Иларион писал: в это критическое время его святейшество Папа Пий XI в лице вашей миссии по заповеди Господа нашего Иисуса Христа пришел к нам на помощь
предметами первой необходимости в жизни. Видите как? То есть отец Иларион поблагодарил папу, или непосредственно, потому что он понимал, что в какой ситуации они находятся. Дальше. И, наконец, последнее письмо, оно датируется 12 мая 1923 года, отца Илариона, настоятельного Афонского монастыря, на имя директора экспедиции помощи Святейшего Престола в России Доминика Пимонти, в котором отец Иларион от лица всей братьи благодарит снова его. И далее он говорит: «Эти ваши благодеяния останутся в сердцах благородных насельников Нового Афона неизгладимыми. Молим Всевышнего о ниспослании его святейшества и вам драгоценного здравия и успеха в благом вашем деле по оказанию помощи братьям во Христе». Вот нам мы сейчас написали бы так. Нет, мы взяли все. Мы все взяли. А написали бы: вы еретики, мы с вами вообще, я помню, это представитель католической миссии, который переписывается в монастырем, это 1923 год, потом советская власть, как вы понимаете, да, то есть никаких контактов не было. Я помню, в 2005 году посол Ватикана на Южном Кавказе, у которого центр находился в Тбилиси, Клаудио Гуджеротти, его так звали, он попросил через французов, которые работали в Hello Trust и в других организациях у нас здесь, он попросил, могу ли я посмотреть храм Абхазии. Значит, этот человек приехал, он, кстати, это француз, женат на абхазке, я не знаю, сейчас они здесь живут или во Франции, но он приехал к нам, он сказал так очень деликатно, да, понимая, что куда бы он ни приезжал, все же в штыки воспринимают, как-то очень деликатно, нельзя ли было, чтобы вот он, я говорю, какие проблемы? Никаких проблем. Как мы можем отказать человеку увидеть, значит, наши храмы? Мы что, не христиане? И этот человек приехал сюда, Клаудио Гуджеротти, был отец Андрей, я, Герман, еще несколько человек, вот тогда здесь в Афоне. У нас состоялась здесь встреча, потом он попросил, мы его повели, показали храм Симона Канонита, повезли, показали Пицунский собор, потому что он был в восторге от Пицунского собора. И он мне такую вещь сказал, я помню, значит, вы мне скажите, говорит отец Трофим, как вы могли в таком красивом месте, в Пицундах, построить вот эти высотки? Как вы могли, говорит? То есть у вас же ландшафт, говорит, средиземноморский, у вас древняя культура. Как вы могли их построить? Ну, я говорю, сейчас поедем в Сухуми, вы еще там два увидите с той стороны. И, в общем, ему очень на самом деле понравилось. И, конечно, он понимал, что это очень древние храмы. Я спросил, вот, значит, какие у него впечатления там, когда он находится, ездит по грузинской церкви, да? Вы знаете, несколько наблюдений мне очень удивили, которые он высказал. Первое, значит, как-то ко мне приходит, говорит один, и говорит, вы знаете, говорит, я сейчас вам повезу вас, говорит, и покажу древнейший храм христианский в Грузии, который датируется, говорит, 3 веком до Рождества Христова. Значит, я, говорит, этот кардинал, говорит, я, говорю, вы знаете, это действительно очень ценный храм. А то он меня спрашивает, почему? Потому что он был построен до возникновения христианства. То есть, к чему я говорю? К тому, что вот эта иногда преувеличенность, которая в нашей среде царит, есть там. И второй момент, он говорит, я помогал очень многим студентам, а это тяжелые 2000-е, 90-е, начало 2000-х. Я, говорит, помогал многим грузинским студентам попасть на учебу в Италию. И вот я с ними ездил, а вот этот Клаудио Гуджеротти, он занимался до назначения сюда послом Ватикана, он руководил всеми школами католической церкви в Риме, детскими школами, да, то есть он, образовательная часть Рима контролировалась им. Так вот он имел связи, повез туда. Он говорит, что происходило? Вот я иду, говорит, с ними, ну, в Риме или в других итальянских городах, и они все время говорили, о, как у нас. О, как у нас. Я в какой-то момент говорю, друзья мои, а вы не задумывались над тем, что у вас может быть как у нас?
у вас может быть как у нас. И он говорит, вот такая поразительная вещь, говорит, когда эти люди, говорит, не все, конечно, но когда эти люди начинали жить в Европе, там учиться, потом они, говорит, ненавидели Грузию. Потому что вот с детства им впитывали, что вот самые древние христиане, самый древний язык, самая древняя история, самая древняя цивилизация до сих пор. Facebook, если вы читаете, каждый раз какая-то новость фейковая, что нашли древний алфавит, нашли древние останки, нашли самое древнее вино и так далее. Я это говорю не с упреком, друзья мои, в отношении наших соседей. Я говорю о том, что мы с вами, к сожалению, повторяем очень часто это. То есть мы тоже, у нас тоже это болезнь, и в науке присутствует везде, когда мы начинаем доказывать, что абхазский язык самый древний, история самая древняя, значит, все самое древнее. Цивилизация началась отсюда, из Абхазии. Поэтому, и к чему я это рассказываю? Потому что вот это наша встреча с этим человеком, который действительно очень интересен был, у которого остались самые хорошие впечатления об Абхазии. Потом, кстати, он помогал нескольким студентам поехать на учебу. Да? Значит, он помогал. Потом его, правда, перевели. Кажется, он сейчас является послом Ватикана в Беларуси. Вот, кажется, я просто потом мы связь потеряли после моего уезда в Грецию. Но к чему я рассказывал? После того, как мы вот это узнали, что мы встречались здесь, 2 года, друзья мои, я не мог отмыться от значит, клеветы, что я стал католиком, что мы стали католиком, что мы приняли Ватикан, мы ушли под подчинение Ватикана, и все. То есть вот я всегда вот этому поражаюсь, да, поражаюсь, друзья мои. Понятно, что и там, и здесь все люди, у кого-то какие-то свои цели есть, но, как мне кажется, вот пример, в данном случае, завершая сегодняшнюю лекцию, пример для нас, тот же отец Иларион, когда в трудные времена, да, я понимаю, что в трудные времена у него и выбора-то не было особого, но тем не менее, этот человек хотя бы поблагодарил, да, хотя бы сказал спасибо за то, что в тяжелейшее время, когда ему надо было 700-800 человек здесь кормить, когда была малярия, когда была испанка, когда шла гражданская война, он это, насколько мог, все это делал. Сам он был похоронен, по описаниям, которые у нас есть, вот этот последний настоятель, на кладбище на Маяке. Есть старое Сухумское кладбище, если кто из вас знает, на Маяке. Да. Вот когда вы проезжаете уже там, значит, кинотеатр Маяк, еще чуть-чуть дальше, там есть... Да, вот там такой маленький поворотик. Но, к сожалению, все наши кладбища старые, как вы понимаете, находятся в таком забвении, что подойти, что-то найти, значит, очень сложно. Да? Это как должна быть какая-то, я не знаю, очень много монахов, священников, епископов похоронены на Михайловском кладбище. А Иерон где похоронен? Иерон. И Иерон был похоронен около храма Симона Канонита, где сделали колодцы для... до танцплощадки были колодцы для мазута. Вот там он, к сожалению. Я в храме, внутри храма Симона Канонита стоял мотор для выкачки мазута. Прямо в самом храме там стоял. Значит, на сегодня относительно документов все. Что я еще хотел вам сказать. У нас была позавчера, значит, в пятницу, мы поднялись, я, Игорь Иванович Свинария, Алхас Аргун, значит, и фотограф. Никак не можем один храм найти на территории села Амхат. До сих пор не нашли, да? Никак не можем. И по каким-то картам, которые у меня были, рукописные карты советского времени, их, видимо, Вианор Пачуля делал, он указывал где-то в этом районе. И мы решили туда подняться. Друзья, вы себе не представляете, кажется, там целое поселение было. В каком месте? Вот Анакопийская гора, напротив гора называется Наханц. Да. И там целое поселение, как древнее абхазское, так и новое, то есть мигрантов из Османской Турции, да.
И все дома, которые остались, они остались на уровне только фундамента, все выложены камнем. Откуда вы поднялись? С какой стороны? Со стороны, где Кладбище. кладбище, чуть проезжаешь, и потом наверх идешь. Там идет целая дорога. Но там так заросло, вот просто единственная возможность, если выпадет снег, вот этот золотарник, к сожалению, он туда тоже добрался. Да? Вот на этом уровне, вы видите, у меня нос даже поцарапанный, мы через все эти колючки пока лезли, Игорь Иванович, 82 года ему, он с нами был, а он в свое время ходил, много экспедиций, да, но в силу возраста какие-то вещи не помнит. И мы пытались там, может быть, здесь Игорь Иванович, может быть, нам и так далее. И к чему я рассказываю? Очень интересная одна вещь. Вот южный склон с той стороны, который смотрит на сторону Дауты, да, вот на южном склоне мы увидели порядка 20, вот так камни сложены, как балконы. Вот лицом туда. Вот такие террасы. Без конца идут вот такие огромные, небольшие, но видно, что они аккуратно все это было. Это вот тоже интересно, все это надо посмотреть. Потом мы оттуда спустились, значит, через Немцара, значит, через Ачпара, где Мсыбха. Я думал, хоть мы какой-то остаток этого древнего храма найдем, у меня будет лекция отдельная по этой теме, но сейчас хочу вам сказать, что вот где взорвался склад, помните, взрыв был года 3 тому назад, да, военный склад взорвался. Оказывается, вот этот военный склад находился на месте постройки вот этого древнего храма. Я этот храм видел. Я там проходил. Александр Владимирович, ничего нету. Сейчас я апсида, там все было. Уже после этого взрыва ничего нет. И самое главное, они, значит, холотрасс расчищаешь, они тяжелой техникой это все выравнивают. Да, вот, выравнивают. Но тогда я вас должен будет повести, показать, чтобы вы мне показали, где. Да. И второй еще один храм, 2 километра от него, Ачанва называется, Ачанва. Тоже не можем найти. Оба храма, чтобы вы понимали, раскопанные, исследованные, целые, значит, статьи существуют. И самое главное, вот этот храм Сыбха, он был как храм Симона Канонита, крестово-купольный, чтобы вы понимали. То есть это большой, достаточно большой. Тоже ничего не осталось. В общем, с печалью мы говорим. Единственное, Алхас мне показал, когда мы с вами ехали вот в сторону Веселовку на расчищение, помните, Бжила, 2 храма, вот где мы брали поворот, где вода, поворот, вот там, оказывается, еще очень тоже стоит маленькая церковь стоит. Древняя маленькая церковь, но на уровне только вот такого цоколя, да, под землей находится. Ну, надеюсь, мы это тоже найдем. Вот. И, наконец, еще одно раз мы, так сказать, чуть-чуть время имеем, последнее еще. Недавно во время занятий со студентами, значит, по курсу греческого языка, я дал одну песню, чтобы они выучили песню. Ну, мы слушаем, чтобы выучить язык современный, различные песни и так далее, и так далее. Я дал им один текст и попросил в этом тексте, современная греческая песня, попросил в этом тексте мне найти одно абхазское слово, которое там встречается. Ну, значит, это их удивило, что вообще в современном греческом тексте встречается, точнее, слово, которое используется и в греческом, и в абхазском языке. В общем, долго они мучились. Единственная сотрудница нашего института, она нашла это слово. Сейчас я просто открою, чтобы точно вам передать. Значит, да. Значит, минуточку, пожалуйста. Так. Да, конечно. Если бы я не знал, да я вам не говорил бы. Так, значит, сейчас я хочу найти. Так. Да, ну сейчас я не могу найти, но я вам на память скажу. Есть такое слово в абхазском языке «дыкрыныш», а «дыкрын». Это птица. Это не птица. Это растение. Растение? Это цветок. Да.
Да, значит, смотрите, как-то Славик Вячеслав Андреевич Чирикова ко мне подошел, говорит, отец Рафаэль, судя по всему, возможно, это греческого происхождения слова, и как-то ли он говорит, как носитель языка, он мне тоже сказал, что в греческом языке есть такое понятие, такое слово «дакрия», то есть «дакрия» слеза означает. Может быть, с этим связан, просто поделился мыслью. И вот в этой песне встречалось слово «такрина» или «крино», «крына» по-абхазски, которое в древнегреческом языке означает «цветок», «лилия». И вот слово «адукрын» означает «полевая лилия», «полевой цветок». Вот, запомните это. Я сейчас не утверждаю, что это, значит, именно это так, потому что это все-таки филологи должны сделать больше анализ, сравнить. Но совершенно очевидно, что эти два термина, да, значит, крино, совершенно очевидно, что они имеют один и тот же корень. Да? И причем интересно, что в греческом языке происхождение этого термина неизвестно, то есть этимология не установлена, они не могут, давно используют, но не могут сказать, откуда это происходит, да? Этимологию раскрыть не могут. Поэтому в дальнейшем, если кто-то этим тоже займется, кто из нас слушает наши лекции, это тоже было бы интересно. В общем, на сегодня вот так. Благодарю вас за внимание. Сейчас начинаются рождественские каникулы, и потом мы с вами увидимся после Рождества, после, скорее всего, 19 января, после крещения уже возобновлятся наши лекции. Спасибо за внимание.